Радио Пассаж – это ваша радиостанция. С этой песни в 1992 году началась жизнь радио «Пассаж», первой независимой радиостанции республики. С того момента имя Бориса Мазина знал практически каждый, у кого был приемник или магнитофон. На него настраивались, его ловили. Каждый хотел быть с ним на одной волне. Дорогие друзья, это была заявка на так называемый интеллектуальный рок. Но оставим интеллект в покое, тем более, что время повеселиться пришло. Преподаватель иностранных языков по образованию, работал журналистом и всегда очень любил музыку. Уже в возрасте 23 лет Борис Мазин был режиссером казанских дискотек в ДК «Ленина», а спустя годы стал одним из главных медиаперсон города. Для нашей компании, для ГПМ Радио, это очень большая потеря и вообще невосполнимая, честно говоря. То, что он держал здесь в Казани оборону, то, что он делал каждый день, каждую минуту, это заслуживает, конечно, отдельного разговора. Именно он раскрутил такие известные радиостанции, как Авторадио, Энерджи и Юмор ФМ, и не только. Последние годы Борис Мазин возглавлял казанский филиал «Газпром Медиа Радио». А как часто вы выходите в эфир? Каждый рабочий день с 8 утра и до 19 вечера. Правда, сейчас у нас есть небольшой технический перерыв, 2 часа, но я думаю, в ближайшем времени он будет просто уничтожен. Несмотря на то, что мы в радиоэфире были конкурентами, мы всегда дружили по-настоящему. В моей памяти Боря всегда будет веселым, жизнерадостным, очень умным, начитанным человеком. И он всегда говорил, у каждого свой рок-н-ролл. Борис Мазин тяжело болел, но об этом никому не рассказывал. О его силе воли сегодня говорил каждый. Был потрясающий человек, очень интеллигентный, очень образованный, очень умный, очень тонкий. И общение с ним всегда было очень воодушевляющим, потому что Боря умел заряжать людей энергией, сам был очень энергичный. Будучи в Казани, я, конечно, не мог не пойти, потому что Боря – это определенная эпоха, это определенное, так сказать, лицо определенной эпохи. Для многих Борис Мазин так и останется голосом молодости. Человек, который создавал настроение не только своим друзьям, близким, но и незнакомым ему слушателям. Сегодня с Борисом Мазиным простились на Арском кладбище. Похоронили его на Самосыровском кладбище. Зарина Ахметова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.